Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике выходит на новый уровень с запуском «Силы Сибири». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телемоста по открытию газопровода. Он отметил, что за 30 лет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поставлено свыше 1 триллиона кубических метров газа. По словам президента, газопровод «Сила Сибири» является беспрецедентным по своему масштабу высокотехнологичным проектом. В тяжелых климатических условиях Якутии с нуля создан новый центр газодобычи, осваивается уникальное по своему размеру запасов Чиндинское месторождение и развернуто строительство трубопроводной магистрали. Владимир Путин отметил, что для страны этот проект важен еще и потому, что газ пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Газопровод «Сила Сибири», запущенный на Чиндинском нефтегазоконденсатном месторождении на территории Якутии, создаст более 2000 рабочих мест. Помимо новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений в бюджет республики, проект поспособствует развитию сетевой инфраструктуры в западных и южных районах Якутии. Так планируется ввод более 2700 километров магистральных газопроводов, 1700 километров газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов протяженностью 1500 километров, что позволит газифицировать Ленский, Алекминский, Алданский и Нерюнгринский районы. Помимо этого, газопровод «Сила Сибири» создаст дополнительные условия для ускорения социально-экономического развития Амурской области, а также позволит обеспечить газом объекты космодрома «Восточный». Отмечается, что «Газпром» разработал проект программы развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года. Документ предполагает газификацию 38 тысяч домовладений и 33 котельных. В настоящее время он находится на согласовании в правительстве Амурской области. Вопросы социально-экономического развития Булунского района обсудят в поселке Тикси, куда отправился в рабочую командировку глава региона Айсен Николаев. В рамках визита он посетит объекты образования, культуры, дивизию ПВО Северного флота Российской Федерации, а также проверит работу ветровых установок в поселке Тикси. Итоги будут реализованы в рамках основополагающих документов стратегии социально-экономического развития арктической зоны Якутии до 2030 года и стратегии развития арктической зоны России до 2035 года. Целевой фонд будущих поколений в 2019 году привлек 1 миллиард 300 миллионов рублей с целевым назначением на строительство социальных объектов и на поддержку мероприятий в сфере материнства, детства, спорта, развития культуры, искусства, здравоохранения и экологии. Кроме этого, организации реализованы новые направления в работе. Это финансирование мероприятий по обеспечению чистой водой населения Вилюйской группы районов, проектирование парка будущих поколений и финансирование формирования комфортной городской среды в населенных пунктах Якутии. 4 новые площадки в территории опережающего развития индустриальный парк Ангаласы могут появиться в Якутии. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов. По его словам, поданы заявки на включение 4 новых площадок. Это Жатайская судоверфь, логистический центр и причал в Нижнем Бестяхе, а также кластер «Северная мозаика» с круглогодичным детским лагерем и создание индустриального парка вокруг производства строительных материалов Сунтар-Циолит и знаменитой Кемпиндяйской соли. Сейчас идет процесс привлечения дополнительных инвесторов по площадкам лагеря в кластере «Северная мозаика» и индустриального парка в Сунтарском районе. Подготовка заявки находится на финальной стадии. На этом у меня все. К этому часу оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.